Добрый вечер, дорогие друзья! Итак, в эфире передача «Якутск сегодня». И с вами я, ведущая Ольга Голдобина, а также режиссеры сегодня у нас с вами Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын. Тема у нас будет прекрасная. Тема называется «Все о торгово-промышленной палате». Конечно же, о том, что существует такая палата, знают немногие. И для того, чтобы рассказать вам о том, что это такое, что это за палата, что она дает, к чему она ведет, как она основана, когда она возникла, мы в студию пригласили потрясающих людей. Президента Союза торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия Марину Богословскую. Здравствуйте. А также вице-президента Василия Слепцова. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо, что вы откликнулись на наше предложение. И вот пришли, я вижу, вы подготовились к сегодняшнему эфиру. Очень приятно. Ну что же, Марина Олеговна, так как вы президент, вам и первое слово. О чем вы нам сегодня поведаете? Да, Ольга, во-первых, спасибо за приглашение. Мы всегда рады рассказать о своей деятельности, о деятельности той организации, в которой мы работаем. На самом деле далеко не все о ней знают. И вот наша такая, скажем, своеобразная миссия – донести эту добрую весть о том, какие возможности дает палата, каким образом она позволяет предпринимателям стать более успешными, масштабировать свой бизнес, найти новых партнеров. Вот об этом мы неустанно рассказываем, да, как вот на радиопередачах, также выезжая в улусы республики. И, с вашего позволения, я немного расскажу о том, как же создавалась система торгово-промышленных палат, поскольку это очень интересная, очень такая давняя история. И стартовала она с 1709 года, с указа Петра I, который обязывал купечество вести дела по-новому, как в Европе, объединяясь в компании. То есть вот как раз это то, что мы называем Петр I рубил окно в Европу. То есть при нем еще вот началось это объединение. Затем эта история получила продолжение, и в 1727 году указом Екатерины I было указано, объединить русских купцов и промышленников в отдельную организацию. Далее манифестом Екатерины II о свободе предпринимательства эта история продолжилась уже в 1775 году. Ну и самое интересное для нас, современных предпринимателей, это то, что в 1917 году, когда произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, одним из первых указов Временного правительства был указ о создании торгово-промышленной палаты уже в новом формате. И это было связано с тем, что в стране начинала действовать новая экономическая политика, и, собственно говоря, люди, пришедшие к власти в стране, понимали, что надо объединить купцов, тогда не купцов, людей, которые занимались торговлей, производством, надо бы их объединить в какую-то единую организацию, чтобы легче было с ними выстраивать коммуникации. И вот с тех самых пор, собственно говоря, история шла по нарастающей, и вот в 1972 только году палата получила новое наименование Торгово-промышленная палата Союза Советских Социалистических Республик. И в 1991 году, это вот уже новейшая история системы торгово-промышленных палат, и дал ей начало Евгений Примаков, очень известный в России политик. И началось формирование не только новой торгово-промышленной палаты России, а также был дан старт формированию торгово-промышленных палат в регионах. То есть каждый регион России сформировал свою палату, в том числе Якутия. Наша история началась с апреля 1991 года, но об этом вот Василий Алексеевич подробнее расскажет. Наша организация, она очень интересная. По сути, это НКО, некоммерческая организация, но имеющая свой федеральный закон, помимо закона об НКО, мы также имеем свой закон о Союзе торгово-промышленных палат Российской Федерации, который был принят в 1993 году. И вот уже 20 лет наш союз возглавляет Сергей Николаевич Катырин, наш президент. Палата движется по нарастающей вперед, все больше и больше предпринимателей видят смысл участия в деятельности палаты. Мы смотрим в будущее, как говорится, с большим оптимизмом. Я считаю, что у нашей организации, поскольку она является вообще крупнейшей в Российской Федерации, наша торгово-промышленная палата Якутии является крупнейшей на территории Дальнего Востока, то у нас большие перспективы
И мы с удовольствием работаем на развитие социально-экономическое республики, страны, а также, конечно, делаем все возможное для развития предпринимательского сообщества. При такой богатейшей истории, при такой глобальной поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, при поддержке нашего главы республики Айсена Сергеевича, это же, конечно, можно достигнуть очень больших результатов, больших успехов. И, судя по всему, раз у нас история такая у торгово-промышленной палаты большая, огромная, разнообразная, боже мой, 300 с лишним лет. Это же замечательная просто история. Я думаю, что те, кто сейчас находится в торгово-промышленной палате, уже вошли в эту историю. Ольга, и вот вы чувствуете, что начиная с Петра I, да, был вот этот посыл на объединение усилий. И если, допустим, при Екатерине I, Екатерине II торгово-промышленная палата, это была такая более клубная история, да, то есть люди объединялись не для решения там каких-то проблем, ну, в царской России попробуй там какие-то проблемы, особенно перед кем-то поставить, а именно для того, чтобы заниматься благотворительной деятельностью. Меценатством, да, строили на свои средства церкви, школы, больницы, помогали людям простым, бедным. Ну, то есть это была такая большая миссия. Сейчас, конечно, другие задачи перед нами стоят, начиная с 1917 года, скажем так. Ну, а тогда это вот был такой посыл. Друзья мои, если вы предприниматели или есть у вас друзья-предприниматели, и они еще не вошли в состав торгово-промышленной палаты, расскажите им, приходите, войдите в историю, которой уже более 300 лет. Это, я думаю, интересно. И о чем же нам сейчас поведает наш замечательный вице-президент торгово-промышленной палаты Василий Слепцов? Спасибо за приглашение. Ну, в Якутии наша торгово-промышленная палата была организована в 1991 году, как сказала Марина Олеговна. Первым председателем нашей якутской палаты был Сидоров Сергей Петрович. Старт получился довольно таким резким, мощным. Организовывались различные выставки, ярмарки, были бизнес-миссии предпринимателей наших якутских в США, в Голландию, в Грецию. При палате была организована дочерняя организация «Союз Якут-экспертиза», которая занималась именно экспертной деятельностью, независимой экспертизой. Но, к сожалению, после 1995 года вот эта вся, так скажем, структура, работа палаты сошла на нет, можно сказать. Деятельность палаты в республике почти приостановилась. Много было попыток реанимировать работу палаты. Менялись председатели очень много раз. И уже, если сказать, такое новое время, в 2010 году как раз я начал свою трудовую деятельность, и президентом на очередном... Василий Алексеевич у нас ветеран ТПП. Да, президентом на очередном съезде был избран всеми известный в нашей республике многоуважаемый Владимир Михайлович Членов. Он как раз таки смог поставить палату с колен, смог объединить предпринимателей нашей республики, и было сделано очень много работы, была проделана колоссальная работа. Представьте себе, в момент избрания Владимира Михайловича палата объединяла всего лишь 26 предприятий, многие из которых в то время уже были ликвидированы, либо реорганизованы. За 10 лет, в лучшие годы, эта цифра достигала более 500 активных, мощных предпринимателей. И, наверное, одним из таких значимых событий при руководстве Владимира Михайловича, и что дало дальнейший толчок развитию торгово-промышленной палаты Якутии, это было принятие закона, местного нашего регионального закона в 2018 году о торгово-промышленной палате Республики Саха-Якутия. Ну и уже переходя в наше современное время, да, 15 июля 2021 года президентом палаты была избрана Марина Олеговна. Этот этап можно назвать этапом
переформатировании всей кардинальной всей работы палаты было пересмотрено все взаимодействие с нашими предпринимателями. Появились новые интересные проекты, новые услуги. И на конец 2024 года мы сегодня объединяем порядка 400 очень активных предпринимателей. И для удобства и, скажем, такого эффективного взаимодействия мы, так скажем, пересмотрели нашу членскую базу по видам деятельности, по АКВЭДам, и создали 10 отраслевых комитетов. То есть, допустим, медицина, частные клиники, частные пансионаты – это вот один комитет. Строительство, ЖКХ, энергетика – это второй комитет. Образование, культура – это третий комитет. Ну и так далее. По АКВЭДам мы распределили. Также создали две рабочих комиссии. Это комиссия по безопасности предпринимательской деятельности и комиссия по содействию проектной деятельности в научно-технологической сфере. Ну и в конце января, буквально на прошлой неделе, мы создали новый комитет по развитию семейного предпринимательства. Ну, об этом, наверное, Марина Олеговна попозже уже расскажет, о поддержке палатой семейного бизнеса. Я вот тут услышала, что у вас есть комитет, который может защитить права предпринимателя. К вам обращаются предприниматели с какими-то вопросами, которые им не по силам. Да, и этим занимается даже не столько этот комитет, который больше нацелен на охрану деятельности, на охранную деятельность предприятий. А вот по поводу защиты прав, мы же знаем, да, что в Якутии сформирована такая достаточно крепкая система, да, взаимодействия бизнеса и власти, да, защиты интересов бизнеса. У нас есть омбудсмен Альбина Егоровна Кычкина, которая профессионально работает, вот сейчас переизбрана на второй срок. Но, конечно, люди к нам обращаются, и мы по мере своих возможностей. Поэтому не всегда красиво выглядит, когда мы говорим, а вот пойдите к омбудсмену, да. То есть если человек пришел к нам, он как-то вот мы пользуемся его доверием, да, и он бы хотел нашу точку зрения услышать. И мы на самом деле достаточно многим помогаем. То есть такую деятельность мы тоже ведем. И вот то, что Василий Алексеевич сказал о наших комитетах, да, вот 10 комитетов, 2 комиссии, люди наконец-то почувствовали себя членами одной организации. Потому что вот такая большая организация, как наша, там почти 400 членских организаций, собственно говоря, носила такой характер достаточно анонимный. Вот не сели бы мы с вами за одним столом, не заговорили бы про ТПП и знать бы не знали, что мы состоим в одной организации. А здесь через то, что люди были распределены по профильным комитетам, они, во-первых, увидели людей, которые работают с ними же в одной отрасли, у них, то есть общая тема для разговора, есть какие-то общие проблемы, которые можно обсудить. И каждый комитет получил свой канал в мессенджере WhatsApp, и мы с Василием Алексеевичем модерируем эти каналы. И то есть у каждого человека есть возможность задать нам вопрос, получить вот единомоментный практический ответ. У нас появилась возможность направлять таргетированную информацию. То есть не всем все вот веером, да, чтобы людей не раздражать, а, допустим, ювелирам мы отправляем информацию о ювелирных выставках, да, допустим, комитету по сельскому хозяйству, что-то такое, то, что касается развития сферы АПК. И люди получили вот то, в чем они нуждались. Информация и обратная связь. То есть это работает таким образом. И мы видим, что это совершенно рабочий инструмент, и мы им активно пользуемся. Но я думаю, что для предпринимателя, безусловно, важно понимать, что он может куда-то обратиться, если у него возникнет вопрос. Причем, насколько я понимаю, торгово-промышленная палата консультирует бесплатно. Это не идти к юристу, да? Не раскрывать все карты предпринимательства. Оно такое дело, что лучше бы там тихо, никому не афишировать. Бизнес любит тишину. Бизнес любит, как и деньги, да, любят тишину. И торгово-промышленная палата, и работники торгово-промышленной палаты могут предоставить консультацию, помочь, направить. Это важно на самом деле, потому что простой-то человек не знает, куда кинуться, а тут предприниматель, человек, который занят, у которого в голове масса цифр, проблем, договоров,
обязанностей, да, а у кого есть коллективы, у кого большие коллективы, это же всегда возникновение спорных вопросов. Ну, вы абсолютно правы, да, но это одна из наших таких сверхзадач — быть площадкой, которая дает возможность, во-первых, выстраивать коммуникации друг с другом предпринимателям. Мы часто очень видим вот модное слово коллаборация между людьми, которые раньше вообще не знали друг о друге, а вдруг оказывается, что у них единые цели, единые интересы, и рождаются у нас на глазах новые проекты. Это вообще наше любимое, да, когда мы видим, что люди объединились для решения какой-то либо проблемы, либо задачи, либо для достижения какой-то цели. Это замечательно. И кроме этого, еще одна наша большая задача — это давать людям возможность выразить свою точку зрения. Мы помогаем людям решать их проблемы. И самое главное — открывать нужные двери и заводить нужные контакты. То есть мы их сопровождаем к людям, которые уполномочены принимать решения. Как правило, это представители органов исполнительной власти. Для этого у нас тоже есть свои инструменты. Это форумы, это круглые столы, это встречи профильные вот с представителями органов исполнительной власти, когда вот какой-то комитет формирует, ну, из наших комитетов палаты, да, формирует нам какую-то повестку, какие-то вопросы, которые они хотели бы услышать, разъяснения, получить решение. И мы организуем некий либо круглый стол, либо какую-то встречу более приватную вот с представителями органов исполнительной власти, где эти вопросы все проговариваются. По результатам обязательно бывает резолюция и протокол с поручениями. И потом мы уже отслеживаем, как эти поручения исполняются. То есть мы никогда предпринимателя с его проблемами, даже иногда в бедственной какой-то ситуации, не оставляем одного. Сопровождаем. Это вот хорошо, когда есть понимание того, что ты не один. Предприниматель, почему он предприниматель? Потому что это очень самостоятельная личность, да? Конечно, этот человек может быть подчиненным, он может быть руководителем в какой-то там структуре, но это человек неординарно мыслящий, поэтому он открывает свое дело, берет в свои руки собственный часто на бизнес, свой страх и риск. Да. Да. Потом нанимает людей, то есть у него есть люди, которые работают, за которых он платит налоги и так далее. Но самое потрясающее еще ведь что вот даже через 300 лет наши предприниматели остались меценатами. Если раньше все эти объединения происходили для того, чтобы активизировать систему работы меценатства, да, и спонсорства, то сейчас, находясь в это какой-то даже естественный процесс это для наших предпринимателей. состояние души, да, для человека, который занялся личным бизнесом. Но в то же время, ведь находясь в, скажем так, в общении с торгово-промышленной палатой, с вами, с людьми, которые работают в этой торгово-промышленной палате, с вами, с руководителями, с людьми, знающими больше законов, чем обычный предприниматель, скажем так. Есть предприниматели высокого уровня, у которых большие предприятия. Естественно, у них есть юристы, но ведь есть и обычные предприниматели, которые работают сам на себя, или у него 1-2 подчиненных, там, нанятых человека. И, конечно же, если есть такая возможность обратиться к вам за помощью, почему бы нет? Наши двери всегда открыты. И не каждый об этом знает. Вот самое, наверное, скажем так, плохое, разочаровывающее на сегодняшний день о том, что не каждый предприниматель, он знает, что есть торгово-промышленная палата, но он не знает, что она может сделать для него. Чем она вообще занимается, какие функции, Совершенно верно. Но я возможности. я больше чем уверена, что для кого-то вступление в торгово-промышленную палату – это шаг вперед. Несомненно, несомненно. Это развитие. Да, конечно. Путь к успеху. Путь к успеху, совершенно верно. Путь к успеху. Итак, друзья, путь к успеху, новые возможности для предпринимателей при поддержке общественных организаций на примере торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия. Это сегодня у нас с вами основная тема нашего разговора. И для тех, кто уже слушает нас, смотрит нас, стало понятным, с какой целью мы здесь собрались и что мы хотим вам рассказать, чем порадовать и как подтолкнуть вас сделать шаг вперед, если вы еще не приняли для себя нужного для вас решения. Итак, для этого есть торгово-промышленная палата Республики Саха-Якутия. Друзья мои, это очень важный момент. И наши предприниматели, которые хотят заниматься не только бизнесом, но и быть спонсорами, быть меценатами, торгово-промышленная палата также может вам помочь, задать вектор, где-то подсказать, кому нужна помощь
пожалуйста, обращайтесь. Насколько я понимаю, естественно, информация о торгово-промышленной палате есть везде, на всех сайтах, друзья мои. Обращайтесь. А сейчас у нас небольшая реклама. Оставайтесь с нами, не уходите от экранов телевизоров и от радиоприемников. Итак, друзья, мы продолжаем. Сегодня наша тема «Путь к успеху. Новые возможности для предпринимателей» при поддержке общественных организаций на примере Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия. У нас в студии президент Союза Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия Марина Богословская и вице-президент Василий Слепцов. Мы продолжаем. Итак, друзья мои, мы хотели поговорить о социальных специальных проектах. Специальных, оговорилась. Ничего страшного. Многие из них как раз социальный характер носят. Да, торгово-промышленной палаты. Новые возможности для предпринимателей. Это очень важный момент. Ну, я с удовольствием об этом расскажу, поскольку, как я уже говорила, это основная задача торгово-промышленной палаты – это создание благоприятных условий для развития предпринимательства и социально-экономического развития республики и страны в целом. И проще всего заниматься реализацией вот этих поставленных перед нами целей как раз через проекты. Потому что когда есть проект, понятно, где он стартует, к какому финишу мы хотим прийти, понятно, кто примет участие в этом проекте, и людям становится вообще понятно, чем мы занимаемся. Поэтому у нас есть несколько своих проектов, а также мы вполне успешно сопровождаем федеральные проекты, проекты Федеральной торгово-промышленной палаты. Но я вот начну с нашего любимого проекта, которого мы назвали «Деловая Якутия», и он стартовал у нас с января 2023 года, и самое главное – это начинка этого проекта. Что же такое «Деловая Якутия»? Это целая такая цепь бизнес-миссий, когда наши предприниматели городские, заряженные на успех, объединяются и выезжают в улусы республики для того, чтобы благую весть о существующих возможностях, мерах поддержки, о торгово-промышленной палате донести до наших коллег, предпринимателей в улусах, в глубинке. Ну, вот есть у нас даже такое выражение, к сожалению, да, предприниматели, которые проживают вот в улусах, да, в отдаленных наследах республики, как бы отключены от розетки получения информации. Несмотря на созданную такую инфраструктуру, центры «Мой бизнес», МФЦ, бизнес-инкубаторы, тем не менее существует какая-то такая некая пассивность, да, когда сельский житель, он бы предпочел, чтобы вот типа такого схода народного произошло, и ему бы там всю эту информацию так доходчиво рассказали, а не ходить по инстанциям. Вот мы сами с этим столкнулись. И мы решили, что у нас будет программа, с которой мы будем выезжать в улусы. Это, конечно, всегда большая подготовительная работа, где-то порядка месяца мы списываемся, созваниваемся с администрацией того или иного улуса и договариваемся о сроках, чтобы всем было удобно. Предлагаем программу. Это всегда очень насыщенная программа. Обязательно встреча с населением улуса, с предпринимателями, с администрацией, с местной администрацией, обязательно подписание соглашения с главой муниципалитета. Эти соглашения дают нам в дальнейшем возможность уже не каждый раз там по звонку рассказывать, кто мы такие, что-то напоминать, а есть соглашение, в рамках которого уже наши предприниматели, городские, сельские, начинают взаимодействовать. Это очень облегчает нашу дальнейшую работу. У нас есть обязательно семинары, у нас есть мастер-классы. Параллельно со всеми этими мероприятиями идет выставка-ярмарка товаров, которые наши предприниматели привозят из Якутска. И таким образом они ищут для себя новые рынки сбыта, новых партнеров, возможно, даже поставщиков какой-то продукции. И это очень хорошо работает. Кроме этого, есть у нас в рамках этих бизнес-миссий патриотическая площадка. Вот мы с вами это обсуждали до начала эфира, что это очень важно. С детьми надо работать. Поэтому у нас есть специально подготовленные спикеры, которые идут в школы, идут в какие-то средние специальные учебные заведения, которые есть в том или ином улусе, и рассказывают о патриотике. И это всегда полный зал детишек, это всегда вопросы, это всегда проходит очень интересно. Кроме этого, с нами ездят спикеры, которые рассказывают населению о финансовой грамотности. Мы знаем прекрасно, как люди страдают, не имея достоверной информации.
Наша тоже сфера задачи предостеречь их от каких-то вот таких ситуаций, рассказать им, ну, как надо себя вести в случае, если вы подверглись, вот, так сказать, атаке мошенников. Вот соответствующий вот вопрос как-то само собой в голове возникло. Вот финансовая грамотность. Скажите, пожалуйста, торгово-промышленная палата сотрудничает с какими-то банками? Если сотрудничает, то встречи с банками происходят или нет? В каких рамках это вообще? Как это? Есть такое дело? Об этом мы планировали чуть позже рассказать. Да, Василий Алексеевич у нас ведет это направление, и мы ему обязательно вот слово предоставим. Не знала. Да. Он просто расскажет об этом более подробно. Это очень важно. Да. Это очень важно, и мы это поняли в позапрошлом году, и за 2 года очень хорошо эту тему проработали на благо наших предпринимателей. Вот про деловую Якутию я рассказала, и хочу сказать, что вот ближайший очередной наш выезд, это 6 февраля, мы выезжаем в Мегино-Кангаласский улус, и в селе Майя у нас состоится большое мероприятие. Более 30 человек нас выезжает отсюда. Но рекорд у нас был, когда мы в конце 23-го года выезжали в Горный улус. 50 человек из города, мы ехали караваном, кто-то на своих машинах, кто-то на автобусе. И это было, это всегда информационный повод. Это всегда для людей, это в глубинке такое событие. Вот. И всегда потом очень хорошая ответная реакция, и предприниматели из Наслегов, из улусов хотят вступить в торгово-промышленную палату. Это как глоток свежего воздуха. Да, это люди узнают, что есть новые знания, обмен опытом, это новые здорово, возможности. Да. И вот если мы уже объездили 8 улусов, это вот у нас Мегино-Кангаласский, это 9-й, и в марте месяце мы планируем большой бизнес-форум силами торгово-промышленной палаты. Приглашаем всех к нам присоединиться, кто может и хочет в этом участвовать. Это мы берем Вилюйскую группу улусов, они там так достаточно кучно расположены, Вилюйский, Верхневилюйский, Сунтарский, Нюрбинский. И уже ведем переговоры с Верхневилюйском, чтобы они выступили принимающей стороной. И там интересный у нас формат. И еще с этого года у нас добавляется вот к нашей программе, да, такой традиционный уже, с которой мы выезжаем в улусы, еще спортивная площадка. То есть, значит, настольный теннис как вид спорта является нашим корпоративным видом спорта. Мы уже не первый год проводим соревнования по настольному теннису на Кубок ТПП. Это всегда очень такое популярное событие. Среди предпринимателей. Именно среди предпринимателей. Вот, и полный зал зрителей, и много команд, и хорошие призы. Это вот такая очень интересная история. Главное, хорошие призы. Это очень стимулирует к участию, конечно. прямо скажем. Вот, и к нашей большой радости один из членов торгово-промышленной палаты возглавил Федерацию настольного тенниса в конце прошлого года, и теперь мы можем масштабироваться и уже проводить соревнования вместе. И вот первый такой опыт мы хотим, помимо того, что мы проводим здесь в городе, вот наши традиционные соревнования, мы хотим вот первые командные соревнования между командой ТПП и командой улуса вот провести как раз в Мегино-Кангаласском улусе 6 числа, 6 февраля. Вот, посмотрим, что получится, и хотим, чтобы это стало тоже традиционным вот во время наших этих выездных мероприятий. Следующий проект, про который я хотела бы сказать, это проект по поддержке семейного предпринимательства. Этот проект реализуется Торгово-промышленной палатой России с 2018 года. Наша палата активно включилась в этот проект в 2021 году. Мы как-то сразу почувствовали, что мы такая матриархально-патриархальная республика, у нас семейные ценности, прямо вот очень-очень мы этим всем дорожим, да, и очень много семейных предприятий. Вообще статистика показывает, что вообще в стране, а в Якутии тем более, до 80% предприятий являются семейными в том или ином качестве. 2 поколения, 1 поколение супруги, допустим, работают. Уже и дети, уже и бабушки, дедушки подключаются. Это семейный бизнес. Очень хороший проект, очень насыщенный, где работают не только с создателями бизнеса, но также уже с наследователями бизнеса, то есть со следующим поколением. Проект даже называется «Надежды бизнеса». И это очень интересно, там много выездных мероприятий, есть свои конкурсы. И мы единственный регион в стране, который вот целенаправленно уже в этом году 5-й раз проведет конкурс семейных предприятий и семейный форум, который так и называется «Бизнес. Дело семейное». Вот в этом году мы планируем в конце мая провести. В прошлом году в июне месяце наш форум состоялся на борту теплохода «Демьян Бедный», 200 человек. Вообще вот таких вот людей, объединенных одной идеей, одним проектом. Это очень красивая история. Слушаю вас, и гордость берет. Наша республика во многих вещах вот просто по России лидирует, да, во многих вопросах.
Это замечательно. Ну, надо еще Приятно уметь про слышать, это, что мы да, надо еще лидируем. уметь про это рассказывать. Спасибо за то, что вы нам даете такую возможность рассказать об этом, чтобы люди об этом узнали. Вот. И в нашем, вообще во всех наших форумах этих семейных всегда принимают участие представители из регионов, тоже семейные компании к нам приезжают, потому что просто так приехать в Якутию, это такая история, знаете, не всякий решится, это надо, ну, да. А тут, когда есть повод поработать, обзавестись новыми связями и еще что-то интересное посмотреть, а мы всегда предоставляем такую возможность, это и СЭХ, и Ленские столбы, музеи наши, очень стараемся, чтобы люди уехали переполненные эмоциями. Это тоже своеобразный такой бизнес-туризм, скажем так. Я вот слышала, что когда проходил у нас СЭХ 2 года назад, да? Да. Юбилейный к столетию СЭХ, республики. и приезжала почти вся... 70 предпринимателей семейных из 21 региона страны. Торгово-промышленная палата Российской Федерации привезли их к нам сюда, и это была грандиозная история. Вот я говорю, с тех пор люди переполнены эмоциями и любовью к нашей республике, что для нас тоже очень важно. Я вот удивлена была, когда я это услышала. Это было просто потрясающее что-то. И, честно говоря, я не помню, когда бы такое у нас вообще происходило, чтобы вот такой большой орган, и, ну, как бы масштабная такая палата, там масштабное такое образование, да, и вот на наш юбилейный СЭХ. Опять гордость. Еще плюс в копилочку Республики Саха-Якутия. Вот также еще одно из направлений нашей деятельности – это сопровождение инвестиционных проектов. Это то, вот о чем я говорила в начале нашей встречи, что предприниматели очень часто не знают, куда им пойти, в какую дверь постучаться. Многие просто даже чувствуют себя неудобно от того, что вот они пойдут, а их не примут. И, ну, какое-то вот такое растерянное состояние, хотя есть хорошие идеи, есть хорошие проекты. И самое нужное место, куда вы можете прийти со своими идеями и проектами, это торгово-промышленная палата. Потому что мы тут же обязательно вникнем в ваш проект. Мы посмотрим, что можно сделать. Мы вас сориентируем, куда можно обратиться. И мы сопровождаем вообще в нашем портфеле инвестиционном торгово-промышленной палаты, а мы сотрудничаем с агентством по привлечению инвестиций, с Центром поддержки экспорта, с Министерством предпринимательства, с Центром поддержки бизнеса, ну, с очень многими министерствами, в сфере ведения которых есть интересы предпринимателей, у нас есть подписанные соглашения. Поэтому у нас, как говорится, широкая палитра, из которой мы можем черпать и что-то бизнесу предлагать. И вот в нашем инвестиционном портфеле 7 таких проектов, 2 из них касаются конкретно города Якутска. И вот буквально в пятницу на отчете мэра нашего города мы опять проговаривали эти проекты. И вот уже сегодня состоялась очередная встреча с одним из авторов проектов, и там все идет в развитие, что тоже не может не радовать. Конечно. Да. Ну и вот насчет нашей единой финансовой платформы, вот Василий Алексеевич попросил Василий Алексеевич, ну у нас буквально 3 минутки. Да, насчет взаимодействия с банками, да, с финансовыми организациями. Да, это очень важный момент. Мы при палате создали такую единую финансовую платформу, площадку, которая бы объединяла ряд наших ведущих банков и лизинговых компаний. Если вот на примере, да, говорить... Допустим, вы предприниматель, да, вы хотите получить лизинг, у вас нет времени, у вас завал, и вы отправляете к нам в торгово-промышленную палату одну заявку, мы в свою очередь отрабатываем это со своими партнерами, а это сегодня 6 банков и 4 лизинговых компаний. И они уже формируют для предпринимателя свои такие, так скажем, свои пакеты услуг, да. И предпринимателю только остается выбрать наиболее подходящий ему пакет. Это же относится к открытию расчетного счета наших банков, к оформлению кредита, лизинга, как я сказал, подключение эквайринга, и даже через торгово-промышленную палату можно сейчас зарегистрировать свой бизнес. И это услуга бесплатная. Боже мой, ну это же потрясающе, это прекрасно. Да, по системе единого окна. То есть через ТПП, через единое окно вы получаете доступ сегодня к 10 финансовым организациям нашей То есть вам не надо, как говорится, самим обходить эти организации, где-то там добывать через менеджеров информацию. Вы приходите, все получаете у нас за приятные беседы, за чашкой чая.
Так что милости просим. Еще и чаем балуете, Еще и да? чаем напоим. Ну, это что-то сверхъестественное, что-то как-то вот очень грандиозное. И про услуги я бы хотела, чтобы Да, Василий Алексеевич пожалуйста. коротко И рассказал. у нас в палате есть ряд услуг в рамках стандартной стандартной деятельности палаты. Это экспертиза, сертификация. Мы организуем выставочно-ярмарочную и конгрессную деятельность, оформляем заключение форс-мажора, также оформляем карту АТЭС. Это безвизовый доступ в 18 стран мира для предпринимателей, именно для деловых поездок. Вот такие. Деловые поездки, да, а торгово-промышленная палата, вот бывает, что там какой-то командой выезжает за границу чисто для Да, деловых конечно, каких-то... это называется бизнес-миссией. Мы активно занимаемся внешнеэкономической деятельностью. Мы работаем не только внутри республики. Вот бизнес-миссии по ООСам. Внешнеэкономическая Да. Мы сотрудничаем, у нас есть соглашение, мы выезжаем туда с Белоруссией очень активно. В прошлом году нам удалось подписать соглашение с ТПП Казахстана и Киргизии. Мы с Пакистаном имеем соглашение, с Монголией. В этом году возобновим договорные отношения с Турцией. Арабские Эмираты. Да, с Арабскими Эмиратами у нас очень хорошее соглашение. В прошлом году мы возили туда на конгресс экономический своих предпринимателей, и их проекты имели успех. Вот это как раз то самое сопровождение. В этом году мы опять являемся приглашенными на этот конгресс, который состоится в апреле месяце. Поэтому все в перспективе, все в развитии. Вот сейчас все же вокруг Китай. А когда? Ой, в Китай мы тоже выезжали в мае прошлого года. Так. Это мы выезжали да, спасибо, что напомнили, на Харбинскую ярмарку. И там замечательные договоренности между нашими предпринимателями, особенно строительной отрасли, и с производителями тех самых строительных материалов, которые нужны были нашим строителям, заключены соглашения, и сейчас все в работе. А в этом году, вернее, в декабре прошлого года Ассоциация гостеприимства тоже с заявкой к нам обратились на контакты в Китае, а у нас есть соглашение с ТПП Китая, и мы организовали поездку замечательную, они довольны, они были организованы для них все посещения предприятий, все встречи, они супер как довольны. И в марте этого года у нас состоится очередная бизнес-миссия в Китай, поэтому сейчас вот мы людей собираем, это выстраивается таким образом, что наши предприниматели сообщают нам о своих потребностях, о своих желаниях, и мы с коллегами с той стороны все это проговариваем, и когда наша бизнес-миссия приезжает, все бывает уже готово. Пожалуйста, все переговоры, все предприятия, все по регламенту, встреча, проводы, B2B, все что угодно. Дорогие мои гости, спасибо огромное, что вы к нам пришли, рассказали бездну интересных вещей. Для меня сегодня вот за это 45 минут, боже мой, это просто вот столько открытий. Уважаемая Ольга, можно я назову последнюю цифру, да? Да. Что вот, допустим, в 2023 году наша палата провела 50 мероприятий в течение года, в прошлом году это уже было 55, и мы как-то вот так движемся по нарастающей. Думаю, что в этом году будет даже больше. Потому что чем больше востребованность палаты среди предпринимателей, тем, конечно, у нас больше стимула что-то делать для их развития. Дорогие наши зрители, ну вот и все. Прекрасный деловой, важный разговор закончен. Я надеюсь, всем, кому надо было что-то услышать, вы услышали. Будьте счастливы, здоровы и благополучны. А мы прощаемся с вами. До новых встреч! До новых встреч!